Вот так неожиданно, ярко и громко зрители погружаются в атмосферу спектакля. Главный герой постановки – сердце. Музыка в ритме сердца и все разговоры от его имени. Спектакль о внутреннем эмоциональном состоянии подростка. Наш спектакль, он спланирован таким образом, чтобы при взаимодействии с подростками мы могли моделировать те ситуации, те комплексы, те страхи, которые свойственны детям. И вместе искать варианты решения. Что думает о нас наше сердце вообще, и как оно выглядит сердце вообще, что бы оно могло нам сказать, если бы оно захотело с нами поговорить. И то есть чисто визуально, конечно, костюмы будут выглядеть так, чтобы это были легко узнаваемые сердца. «Шепот сердца» поставили по произведению современного российского драматурга Евгения Гришковца. Уникальность в новом прочтении пьесы. Режиссеры вместе с ребятами изменили формат монолога. Добавили новых героев, несли иммерсивность. Юные актеры и сами принимали участие в написании сценария, чтобы говорить со своими сверстниками на одном языке. Это разговор по душам. Важно, чтобы эта информация поступала именно, наверное, от своих сверстников. Это для них, наверное, более понятно, и в наглядном варианте они увидят свои проблемы, допустим, на сцене. Наглядно показывается в нашем спектакле, что важно заботиться о себе, важно заботиться о своих органах, важно заботиться о своих чувствах, о своих переживаниях. Зрители и сами станут участниками спектакля. Каждая последующая сцена идет непосредственно через каждого зрителя в зале. Каждого возьмет камера, каждого практически выведут на сцену в тех или иных способах, чтобы сидящий человек в зале еще увидел себя на сцене. На постановку этого спектакля студия творческого развития оперения выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив. Главная цель – предотвратить трагические случаи в школах. Актеры, проигрывая какие-то сложные жизненные ситуации, может быть даже самые страшные, втягивание в наркоманию, манипуляция подростком, буллинг какой-то, может быть, то есть зрители, видя, как это происходит на сцене, соответствующим образом получили некую прививку, увидев, что эта ситуация проигрывается и, возможно, быть решена таким-то или таким-то образом, для себя это применили в жизни. До осени у ребят репетиции, а с сентября по декабрь они покажут 20 спектаклей в Домах культуры Казани. Их увидят 20 тысяч школьников. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.